Это нечестно. Наблюдатели ОБСЕ жестко раскритиковали прошедшие в Казахстане выборы. Фактические цифры голосовавших на выборах в Мажилис в Казахстане значительно ниже заявленных, заявили наблюдатели Организации по безопасности и содействию в Европе, дав также низкую оценку процессу подсчета голосов и в целом жестко раскритиковав прошедшие выборы. В Алматы официально только 1 из 4 зарегистрированных голосующих опускал бюллетени, по нашим данным, и мы считаем, что фактические цифры тех голосующих, которые пришли на участки, значительно ниже. И я думаю, в целом процесс подсчета не соответствует Копенгагенскому документу ОБСЕ 1990 года. И наши наблюдатели постоянно замечали несоответствие между теми числами избирателей, которые опускали свои бюллетени, и теми, которые официально были предварительно заявлены, сказал глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Рейнхольд Лопатка на пресс-конференции в Астане в понедельник. Международная миссия по наблюдению за выборами отрицательно оценила подсчет голосов на 58 из 128 наблюдаемых избирательных участков из-за значительных процедурных ошибок и упущений, а также игнорирования процедур сверки данных. Содержательное наблюдение со стороны гражданских и международных наблюдателей не всегда обеспечивалось из-за ограничений при подсчете и подведении итогов. Прозрачность процесса была дополнительно подорвана тем фактом, что не были опубликованы дезагрегированные результаты выборов на региональном или местном уровне. Наблюдатели постоянно отмечали расхождение между числом избирателей, отдавших свои бюллетени, и официально сообщенными предварительными показателями явки, говорится в предварительном отчете миссии. Ни в одной стране такого нет. Такого нигде в мире нету. Лопатка отметил, что уровень конкурентной борьбы в рамках прошедших выборов в Казахстане вырос, но все еще имеют место быть юридические и административные препятствия для депутатов и наблюдателей. Я хотел бы привести некоторые из них, например, депозит в размере 1,5 миллиона тенге, который нужно было оплатить всем кандидатам, и это послужило значительным препятствием. Это было значительной суммой для многих кандидатов, у которых не было поддержки со стороны политических партий. Также более 50 кандидатов, которые хотели принять участие в гонке за место в парламенте, были сняты с регистрации, и несмотря на то, что практически половина из них была восстановлена в своем праве, это внесло неопределенность в отношении их участия, это было восстановление в списках за 2 дня до выборов, это нечестно. В-третьих, введение обязательной аккредитации местных наблюдателей – это, конечно же, шаг вперед, но этот процесс требует времени. Также с сожалением хотел бы сообщить, что в день выборов некоторым наблюдателям не было позволено осуществлять их важную задачу, сказал Лопатка. Согласно предварительным выводам, гражданские наблюдатели не имели четкого представления о процедурах подсчета голосов в 49 случаях, наблюдатели не имели возможности наблюдать без ограничений в 38 случаях, и более чем в половине наблюдений наблюдатели не могли четко видеть отметки избирателей на бюллетенях во время подсчета, что подрывало прозрачность процесса подсчета голосов. Ни в одной стране такого нет. Такого нигде в мире нету. Такого нигде в мире нету.